Доброго дня, любимая республика! Чтобы день задался, начинать его нужно с хороших новостей. Вечная истина, спорить в которую, думаю, никто не осмелится. Именно для подзарядки вашего позитива в начале дня и выходит наша программа. Вы смотрите «Студию 11», и мы готовы начинать наш выпуск. Приготовьтесь, настало время максимального расслабления и разгрузки вашего мозга. И вот о чем расскажем в ближайшее время. Из Китая в Коми-край. Как живется в нашей республике гостю из Поднебесной? Что будет, если потерять веру в себя, расскажет психолог. Сегодня вся Россия отмечает день полного снятия блокады Ленинграда. Под гнетом фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны северная столица находилась 872 дня. Долгие месяцы артиллерия врага бомбила город-герой, а люди в нем жили в постоянном страхе и голоде. Доставлять в блокадный Ленинград хоть какое-то продовольствие и оружие позволяла дорога жизни – трасса, проложенная по льду Ладожского озера. Страшные дни шли, а люди не сдавались, продолжая отстаивать и защищать родной город. Каждый год советские войска пытались прорвать кольцо блокады. Удачей операция обернулась лишь в начале января 1943 года. 27 января город был освобожден полностью. Республика Коми присоединяется к всеобщей памяти об этом важном дне. Юные жители Вуктыла подготовили специальный материал. Все внимание на экран. 27 января. 79 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В честь этой памятной даты волонтеры Победы Вуктыла провели цикл патриотических мероприятий, первое из которых прошло 18 января в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда. В знак памяти о доблестных воинов нашей Родины волонтеры возложили цветы у мемориала защитникам Отечества и провели минуту молчания. Продолжила цикл мероприятий всероссийская акция «Блокадный хлеб». Волонтеры напомнили жителям о мужестве и стойкости ленинградцев-блокадников, которые защищали свой город от вражеских захватчиков. Ребята раздавали информационные листовки и угощали чаем. Ключевым символом акции стал кусочек хлеба. Вода, мука и молитва. Так говорили о блокадном хлебе ленинградцы. 125 граммов – дневная норма хлеба. В школах города волонтеры Победы провели всероссийские уроки памяти блокады Ленинграда. Мы волонтеры Победы, и мы сохраняем историю. Одну из самых героических и трагических историй. Юные патриоты посетили 11 младших классов и рассказали детям о мужестве русских людей. Этот урок мне очень понравился, и он был познавательный. Он мне помог узнать больше об блокаде Ленинграда. Уроки мужества прошли в детских садах города. Знаете, наши солдаты какие крепкие ребята, да? Волонтеры Победы не только рассказали о героизме жителей Ленинграда и солдат Красной Армии, но и показали видеоролик «Блокадный Ленинград глазами детей». Сохраняя историческую память, мы сохраняем память о своих дедах и прадедах. Это важно не только для нынешнего поколения, но и более важно для тех, кто придет на смену нам, для наших детей и внуков. Мы сохраним историю! Уехать за тысячи километров от родины, а оказаться в чужой стране, выучить русский язык, найти новых друзей и занятия по душе. Через все это прошел житель Поднебесной Джейн Бинь. Он уже несколько лет живет в Сыктывкаре и буквально влюбился в республику. К слову, с точки зрения климата особо перестраиваться не пришлось, ведь в его родном городе Ябуле на севере Китая тоже бывают крепкие морозы, и там расположен целый горнолыжный курорт. С гостем из-за Великой Стены познакомился мой коллега Северин Арпа. Как ты сюда попал? Я слышал, что вроде бы дядя тебя сюда привез. Да, мой дядя принесу мне. Когда 5 лет назад дядя сообщил мне: Джинбин, ты хочешь менять жизнь? Китай, ты надоелся сидишь? Я говорю, надоелся. Хочу менять жизнь. Дядя говорит, что давай иди к России. Я говорю, и приехал здесь. И потом я приехал здесь. Так. Не страшно было ехать в Россию все-таки, тем более сразу на север? Нормально, нормально. Почему? Потому что
я живу в Китае с севера. У нас в Китае с севера тоже так же. Холодно. И минус 35, 40, тоже очень холодно. Россия зима очень долго, 5-6 месяцев. А у нас севера зима только 3 месяца и все. У нас только 3 месяца. А сейчас здесь у нас в Сыктывкаре, в республике, чем занимаешься? Я здесь открылся школа. Обучаю китайский язык. И я еще работаю в переводчик. Где завод нужно или где нужно переводчик, хорошо, я там пойду и переводчик. Так Помогаешь работаю. переводить? вообще? Да, помогайте переводить. Так. Помнишь, чем тебя удивила Россия и, может быть, Республика Коми? Вот какие-то, может быть, что-то из еды там или какие-то традиции? Мне очень нравится огурец. Как? Соленый огурец? Соленый огурец. Это тоже очень, мне тоже очень Такой нравится. в хрусточку, чтобы... Да, но внимание, что большой огурец нельзя, это не вкусно. Маленький такой, очень вкусно. Мне очень нравится. Я сейчас каждый день кушаю это. Очень нравится. Мы знаем, что в Китае одно из популярных блюд — это пельмени, да? У нас Да, пельмени я пробовал, русские. Да, тоже очень вкусно пельмени у вас. Ну, у нас разных. У нас разных. Русские пельмени тоже очень вкусно. Мне тоже очень нравится. Что можешь сказать, почему стоит изучать китайский язык? Что это может дать в будущем человеку? Может быть, возможность познакомиться поближе с твоей страной? Сейчас у нас китайский язык очень популярный. Очень много человек учат китайский язык. Почему? Потому что у нас в Китае экономика сейчас хорошо. Можно побольше зарабатывать. У нас в Китае есть очень много шансов. Вы выбираете китайский язык, не стареете, точно. Если, допустим, я вот изучаю китайский язык и хочу пообщаться с носителем языка, и вот нашел, допустим, кого-то представителей вот там в Китае, он готов будет со мной общаться? Да, конечно. У нас в Китае китайцы очень любят русских. Точно, очень любим. Потому что мы рядом, страна, мы рядом. И у вас характер, русский характер, мы китайцы очень любим. Потому что мы рады, мы добро пожаловать русских придете в Китай. Это мы очень рады. И у нас в Китае очень теплее. У нас китайские юги очень теплее. Без зима, без осени. Всегда летом. Очень много моря. Приглашаешь на море? Да. Приглашайте ваши в море. Посмотрите китайское море. Хорошо. Можешь что-нибудь пожелать вот на китайском жителям республики? Что-то вроде добра, счастья, мира, вот такое. Что... Давай по-китайски. Да. Давай по-китайски. Да. 大家好，我叫朱仁斌。我祝福大家，在新的一年里面，身体健康，万事如意。也希望大家日子越过越好。希望大家心想事成。Так. Так, теперь скажи, пожалуйста, по-русски, что это. Что я говорю? Знаете что? Здравствуйте, все, ребята. Меня зовут Ваня. Меня зовут Чжу Ренбин. Желаю вас все получите, что вы хотите. Желаю вас здоровья. Желаю вас, что богаты. Желаю вас, что успеваешь на всех. Так. А мы хотим тебя научить тоже нашему традиционному коме пожеланию. Кужнем дабуршуд. Таврне булшуд. Кужнем дабуршуд. Кульрим потулшуп. Ну, в общем, примерно, друзья. Как-то так, главное от души. Главной души. Как спасибо по-китайски будет? Сеся. Сеся за интервью. Даже самый сильный духом человек время от времени попадает в цепкие лапы сомнения и неуверенности. Мотивация падает, а поставленные цели начинают казаться, мягко говоря, чужими. Почему мы можем потерять веру в себя? Почему это происходит и чем это грозит? Прямо сейчас расскажет опытный психолог. Оксана, для начала расскажите, пожалуйста, что же такое внутренний ребенок и вот какую роль он играет вот в нашем психологическом состоянии? Это наша часть личности, по сути, это то, что мы сами есть на самом деле. И вот внутренний ребенок, он любознательный, он открытый, он радостный. Это то, что мы испытывали, чувствовали в детстве. Внутренний ребенок, он также хранит все страхи, все негативные переживания, запреты, установки, которые мы испытывали в детстве.
И вот когда в нас живет вот эта психотравма, да, то мы говорим, что наш внутренний ребенок ранен. Эти травмы, человек обязательно их помнит? Или бывает так, что что-то память стерла? К сожалению, в большинстве случаев как раз и бывает так, что человек не помнит события, но на подсознательном уровне оно у нас записано, а вот эта эмоция, которую он переживал в тот момент, в то травмирующее событие, она с ним живет. Ну, допустим, вот случай недавно из клинической практики. Женщина обратилась с тем, что она, когда идет домой, очень сильно тревожится, боится, вот испытывает дикий страх. При этом у нее любящий муж, 2 детей, все нормально. Стали, когда разговаривать о родительской семье, но, погрузившись в подсознание, она как раз вытащила те ситуации, когда отец жестоко обращался с матерью на глазах у этой 2-3-летней девочки. И именно тогда она испытывала вот этот такой дикий страх, ужас, беспомощность, вот эту тревогу. Вот эта эмоция и во взрослом возрасте у нее потом вот сказывалась. На что еще может влиять вот этот не сформировавшийся внутренний наш ребенок? Вот помимо этого примера еще что-нибудь приведите, чтобы телезрители наиболее ясно себе это представляли. Возможно, себя узнают в этой ситуации. Да, ну вот вообще раненый ребенок – это тот ребенок, чьи потребности в детстве не удовлетворялись или игнорировались, то есть базовые потребности, потребность безопасности, потребность в любви. И вот как раз вот эта потребность в любви и безусловном принятии ребенка играет вообще колоссальную роль. Допустим, родители хотели мальчика, родилась девочка, и наоборот. Ребенок хочет рисовать, его отдают куда-нибудь в спорт. И тогда во взрослом возрасте человек постоянно сомневается, это ему делать или то. Он постоянно испытывает чувство вины. И вот с этим нужно работать. И как же человеку все-таки понять, что есть проблема, что действительно его внутренний ребенок требует этой вот психологической какой-то реабилитации, что ли, вот нужно обратиться к специалисту? Если вы вот по жизни, да, вроде бы у вас все хорошо, стабильная работа, семья, но у вас есть какая-то тревога, или вы не можете решиться на какие-то действия, постоянно сомневаетесь, себя не цените, то это говорит о том, что ваш внутренний ребенок ранен. И с этим нужно обязательно работать. Может ли человек самостоятельно, находясь дома, стесняется, например, идти к психотерапевту или к психологу, поработать, вспомнить какие-то моменты из детства, обидные, что-то обидное, например, от родителей или от друзей, и какой-то анализ или, возможно, какую-то терапию провести самостоятельно? Эффективно ли это будет? Ну, прежде всего, нужно познакомиться со своим внутренним ребенком. Вы можете достать детскую фотографию, посмотреть на нее внимательно и понять, что чувствует этот ребенок, в чем он встревожен, чего он боится, чему он радуется. Если он какой-то огорченный, чего-то боится, скажите ему то, что вы бы хотели в тот момент услышать. Можно также переписать травмирующую ситуацию. Допустим, в детстве что-то произошло, к примеру, я готовилась к утреннику, не выучила там хорошо стихотворение, стала выступать, все вокруг засмеялись, воспитатель наругал, родители наказали, и в результате взрослый человек боится публичных выступлений. То есть я беру и переписываю эту ситуацию, я беру эту девочку за руку, я пишу вот прямо на листочке, да, я беру девочку, выучиваю с ней это стихотворение, она прекрасно выступает, все аплодируют, все счастливы, и тогда самооценка моя, соответственно, повышается, и вот этот страх публичных выступлений, он проходит. Я вам всем искренне советую исцелить внутреннего ребенка. Да, я тоже к этому присоединюсь. Всем желаем благополучия, в том числе ментального. Спасибо большое, Оксана, за эти советы, за всю эту информацию. Будем надеяться, что среди наших телезрителей, людей, у которых внутренний ребенок еще не сформировался, не развился, будет как можно меньше. Спасибо. Ну, как вам первая часть нашей программы? Уверен, что-то полезное и важное для своей жизни вы точно почерпнули. А прямо сейчас короткая пауза, после которой марафон интересностей от нашей команды продолжится. Не переключайтесь. В эфире «Студия 11», программа об интересных и позитивных моментах из жизни Республики Коми. Начинаем вторую часть программы, и вот какой она будет.
Едешь и отстреливаешься. Какие соревнования по биатлону ожидаются в ближайшее время в Республике Коми? Ледовар. Действительно ли он варит лед? Разбираемся в необычной профессии. Шаг, поворот, шаг, наклон. Вдохновляемся атмосферой настоящего бала. Этот зимний вид спорта один из самых зрелищных и скоростных. Его величество – биатлон. В нашей лыжной республике он тоже культивируется. Подрастает много талантливых спортсменов. И в ближайшее время у нас пройдут крупные соревнования. Буквально на днях стартует первенство Северо-Западного федерального округа по биатлону среди юношей и девушек 15-16 лет и 4-я зимняя спартакиада молодежи России 2023. Подробнее об этом расскажет наш гость в студии 11 сегодня президент Федерации биатлона Республики Коми Олег Рогов. Олег, добрый день. Здравствуйте. Как давно у нас не было таких крупных масштабных соревнований? Ну, на самом деле, давно, 15 лет у нас не проходили такие соревнования. У нас в тестовом режиме мы провели летнюю спартакиаду, но участвовало, конечно, совсем мало людей, участников соревнований. Но в этом году нам разрешили и дали возможность провести северо-запад по 2 возрастным группам. И это является вторым этапом в спартакиаде России по биатлону. Сколько всего ожидается участников? Участников ожидает 150 человек. Ну, то есть это много, да? Ну, я считаю, что это много для первого раза. Мы как бы еще не до конца сами, я думаю, что готовы мы, конечно, готовы, но все же будем стараться провести на должном уровне. А как считаете, вот готовы ли наши спортсмены республики к данным соревнованиям? Спортсмены, они всегда готовы. Но я думаю, что мы проведем соревнования на высоком уровне, и спортсмены нас не подведут. Что можно сказать вот о развитии биатлона именно в нашем регионе, в Республике Коми? Ну, развитие биатлона у нас, конечно, да, у нас материальная база позволяет проводить и сборы. Мы на данный момент провели несколько летних сборов, вкаточный сбор провели. То есть Министерство спорта и Центр спортивной подготовки нам создают условия для работы и для подготовки детей и спортсменов разного уровня. То есть у нас от начинающих спортсменов, которые приходят в секции, и заканчивая профессионалами, которые выступают на чемпионатах и первенствах России за нашу республику Коми. Олег, вот мы уже заговорили о молодом поколении. Целенаправленно ли вот ребята приходят в биатлон? Или так получается? Да, у нас на протяжении буквально 5 лет сейчас секция по биатлону работает целенаправленно. То есть дети приходят целенаправленно в биатлон, а не в лыжные гонки, как раньше это было. То есть у нас в биатлон приходили дети по остаточному принципу. То есть если у них не получилось в лыжных гонках, то приходили в биатлон. Сейчас мы набираем секции биатлона, то есть с самого начала уже детей учим стрелять, даем винтовки. Винтовки сначала пневматические, потом малокалиберные. С 14 лет они уже профессионально занимаются и стреляют патронами. Какие районы нашей республики могут готовить вот спортсменов? Ну, на самом деле у нас есть в районах, в Сыктывдинском районе село Выльгард, есть секция по биатлону, есть в Выльгарде, в самом центре Выльгарда, есть на лыжном стадионе имени Сметаниной, у нас там же и базируется Федерация биатлона Республики Коми, есть в Сыктывкарском районе Эжве. И есть на данный момент у нас еще отделение в Максаковке биатлона. Ну, то есть биатлоном прям можно заниматься у нас в республике? Да, создаются условия для работы в биатлоне. Конечно, есть определенная проблема, но проблемы, я думаю, во всех видах спорта это проблемы и с набором детей, так как коронавирусные ограничения всех затронули, в том числе и секции биатлона, и не только биатлона. Вот. Ну, то есть дети ходят, стараются, тренера работают, создаются условия. Условия у нас, я считаю, неплохие, экипировку выдают, все выдают, вот, лишь бы дети ходили. И еще у нас было отделение в Ухте, но не так давно его закрыли. Олег, наша беседа подошла к концу. Я желаю спортивных побед всей нашей команде Республики Коми. Спасибо, да. Будем стараться, будем показывать высокие результаты и проведем эти соревнования. Я думаю, что выйдем с соревнований только с хорошими и позитивными настроениями. По-другому мы не умеем. Да.
И еще немного о зимнем спорте, только речь уже идет о фигурном катании. Рассекать по льду любят не только профессиональные спортсмены, но и мы, обычные люди. Массовые катания – процесс увлекательный и радостный. Но задумывались ли вы когда-нибудь, благодаря кому вам доступна эта приятная забава? Кто ежедневно следит за состоянием льда в коробке? А мы вам ответим. Занимаются этим ледовары. Только вот ледовое поле они совсем не варят. Впрочем, зачем вот так раскрывать все секреты производства? Лучше посмотреть на все своими глазами. Ледовый каток – место, где всегда кипит активность. Одни отрабатывают здесь свои спортивные навыки, другие просто катаются удовольствия ради. Комфорт и тех, и других напрямую зависит от работы ледовара. Именно он отвечает за состояние ледовой арены. Чтобы залить каток, Олегу Красову, уже опытному работнику, требуется не больше 15 минут. Тогда как в прошлом, вспоминает мужчина, когда работать приходилось на уличном катке, процедура занимала почти час. Тогда это все делалось вручную. Было ЗИЛ, машина была с бочкой. Тоже нацепляли оборудование такое же, как здесь примерно то же самое, только там не забирало в бункер, а просто раскидывало по бокам. Первые 2 раза, когда прокатывался, конечно, забывал кое-что включить, опустить, может, нож или воду забывал включить. А так постепенно, раза с 3-го, наверное, уже нормально все. Обычный водитель автомобиля управлять ледозаливочным комбайном сможет вряд ли. Навыки работы на так называемом зомбоне приобретаются словно в школе. Сначала теория, затем практика. Однако права на ошибку у ледовара нет. Покрытие должно быть максимально ровным с первого раза. Ведь на заливку в перерывах между хоккейными играми или тренировками отведено не более 17 минут. Ледозаливочная машина вмещает в себя 750 литров воды. Очень важно, чтобы она была горячей. Нагревается она вот в таком вот большом чане, и уже по трубке этот практически кипяток поступает вот прямо сюда в бак. Еще одно очень важное правило: вода должна быть максимально чистой. И для этого здесь, в Северной Олимпии, установлена вот такая вот 4-ступенчатая система очистки. Очищение воды происходит с помощью солей, по-другому – минералов. Под руководством ледовара машина с помощью рабочего органа кондиционера сначала снимает изрезанный слой льда, а уже потом заливает новую идеально ровную поверхность. Из-за наличия в этой цепочке действий горячей воды процесс обновления арены и принято называть варкой льда. Отсюда, собственно, и название мастера, который всем этим делом заправляет. Фигуристам нужен лед одного качества, хоккеистам нужен лед другого качества. Это разные температурные режимы, это твердость льда, это его характеристики, соответственно. То есть по этим критериям ледовары готовят лед под каждых людей, кто занимается спортом. Ледовар должен всегда присутствовать. Если спортсмен на льду, ледовар должен быть рядом. Это 2 человека, которые должны идти вместе. Спортсмен и без ледовара не сможет, и ледовар без спортсмена. Официально профессиональный праздник ледовары отмечают 16 января. Именно в этот день, в 1901 году, родился инженер Фрэнк Замбони, который и изобрел первый комбайн для восстановления покрытия на катках. Сегодня в каждом ледовом дворце во благо белоснежной арены трудятся в среднем 3 ледовара. Интересно, что обучиться этой профессии нельзя ни в одном учебном заведении. Все умения приобретаются во время практики. Так что если ваша мечта – быть водителем могучего зомбони, знайте, осуществить ее несложно. Маленький совет – на свой первый проезд не забудьте взять наушники. Уж больно громко комбайн шумит во время работы. Если вы не чувствуете усталости вплоть до вечера, значит на дворе пятница. Вот как сегодня пришла она незаметно, прихватив с собой предвкушение грядущих выходных. Как же их можно провести? А вот как: устроить прогулку, полежать дома на диванчике с книгой, а можно, например, впустить в свою жизнь немного сказочного настроения и отправиться на танцы. Да не абы какие, а бальные. Прямо сейчас мы попробуем вдохновить вас на эту смелую идею. Красивые платья, строгие костюмы и классическая музыка. Красота! Многие из нас помнят описание бала у Пушкина или Толстого. И, конечно, мы мечтаем хотя бы один раз побывать на таком волшебном празднике, где кавалеры галантны, а дамы очаровательны. Сегодня даже для журналистов дресс-код, поэтому спасибо артистам театра оперы и балета, они мне подобрали веер, белые перчатки. И посмотрите, бархатная лента, по-нынешнему это чокер. Так что
Может быть, и нам удастся танцевать. Для кого-то это первый выход в свет, но не для Марины Тороповой. Она открыла Уссурийские балы 5 лет назад, когда училась в техникуме. Сейчас приехала в Сыктывкар из Липецка, чтобы потанцевать, и такое бывает. 3 репетиции, и вуаля, все движения получаются легкими, воздушными. Это невероятная атмосфера. Это возможность окунуться назад. Возможность как-то проявить себя. Открыть, возможно, новые стороны какие-то. Бал идет 4-5 часов, и все это время гости на ногах. Танцев почти 30. Котильон, вальс, мазурка, полька, марш, кадриль. Степан Семяшкин, на видео он в казачьей форме, полюбил вальс еще в детстве в Мокшинской школе. И с тех пор предан бальным танцам всей душой. Я вальс люблю танцевать, потому что у нас Зинаида Ивановна была пионер-вожатой. Она нас собрала, пионера, давайте танцевать, что я в 6 классе уже. И мы танцевали, крутились, и этот вальс всегда идет. Где бы я ни был, везде всегда этот вальс танцую. 10 лет возрождением танцевальной традиции в Сыктывкаре занимается объединение «Уссурийские балы. Родная старина». Сейчас за организацию городских балов взялся и Центр досуга и кино «Октябрь». Посмотрите, гости получают удовольствие не только от музыки и движения, но и от общения. Публика здесь воспитанная, интеллигентная, а современные прически и девайсы прекрасно сочетаются с классическим костюмом. Я думаю, что даже в старину ходили, то, что волосы длинные были, их забирали в хвостик. То есть, дресс-код, это, понятное дело, бабочка, перчатки. Ну, сейчас уже, да, современный мир, уже и как бы электроника на руках, и всякие разные атрибуты. В программе вечера вставные номера, дивертисменты, игры, сюрпризы и, конечно, в традиции балов угощать гостей напитками. Сегодня это безалкогольный сбитень из северных ягод. Подходите, Среди гостей замечаем солиста театра оперы и балета Республики Андрея Ковалева. На бал его пригласила жена. И вот сейчас мы на несколько секунд прервем их танец. Интересно, потому что какие-то танцы я знаю, какие-то нет. А здесь вот и для профессии я могу для себя подчеркнуть, выучить новые танцы. Чем же завершить наш сюжет? Конечно, Пушкиным. «Люблю я бешеную младость, и тесноту, и блеск, и радость, и дам обдуманный наряд». Угадали? Конечно, это Евгений Онегин. Вы тоже можете побывать на Уссурийских балах и убедитесь, поэтические строки рождаются сами собой из воздуха. На этом наша программа закрывает свои эфирные двери. Студия 11 говорит вам до свидания, но только до понедельника. Желаем вам хороших выходных. Проведите их с пользой. Пока-пока.